Диктант победы в эти минуты пишут на более чем 1300 площадках в России и за рубежом. 20 вопросов и 4 ответа на каждый. Необходимо выбрать один правильно. Много ли мы знаем о Великой Отечественной? Ответить на этот вопрос решили участники всероссийской акции «Диктант победы». Творческих успехов, здоровья, счастья и с учетом наступившего священного месяца Рамадан выдержать этот пост, в том числе на благие дела и деяния. Генераторы хорошего настроения. Радийщики сегодня отметили свой профессиональный праздник. В гости на национальное пришел Юнусбек Евкуров. Я своим указом, исполняющим обязанности министра здравоохранения, назначаю Балаева Магомедбашира Халитовича. Новые кадровые назначения в правительстве. Подробности в выпуске. ساعدك هي ورا رياض دتخو بعد رياض خلاص خيدق بيدج دتخو خيبشي برج أخش حش بالدقة دتخو موتي جولج ديكتج أخ. В селении Новый Редан ждут ввода детского сада. Строительные работы уже завершаются. Когда самолет его падал на хутор, он отвел этот самолет от хутора и упал на опушке леса. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Расскажем о черном смельчаке, ветеране Ахмеде Мальсагове. Добрый вечер, это новости 24. Историческая акция «Диктант победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла в 39 городах мира, в 23 странах, на 45 площадках. Среди участников первые лица, студенты и школьники, военнослужащие и ветераны, все те, кто интересуется историей Второй мировой войны. Организатором выступает Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Проверить свои знания решил и глава региона Юнусбек Евкуров. Зелимхан Калоев подробно о викторине. Регистрация участников, черные гелевые ручки, все как на экзамене. Только на этот раз еще один обязательный элемент – черно-оранжевые ленты. Символ стойкости нескольких столетий. Диктант победы не имеет возрастных ограничений. Свои силы в истории Великой Отечественной может проверить каждый. Гурсман Муталиев оказался здесь не случайно. Тема войны ему очень близка. Участник боевых действий в Афганистане понимает, насколько важен мир. А какой ценой далась победа, можно вспомнить историей, написанной кровью. Сознание проверить дивину, се но оста батту вину, может ая вахкамуса, ну амшвануса, чуть-чуть посмотрим, чего я стою. А важны эти площадки? Важны, даже очень важны и нужны. А знания хадис, на верстате, в 79 году я закончил школу. Вот считаю, после этого нигде я не работал даже на руководящей должности. Так что, да, опять же, как говорю, через 40 лет первый класс. В холле Ингушского госуниверситета развернулась выездная выставка Музея краеведения. 57 фотографий героев Советского Союза, элементы исторической ценности и фотоальбомы с бесчисленными ингушами, участниками Великой войны. Среди них также есть и Келигов Магомед Гирей Габралович, который был танкистом, участвовал в обороне Москвы, также участвовал в боях на Курско-Орловской дуге. Он особенно отличился в самом крупном танковом сражении у деревни Прохоровка, когда их танк противостоял 5 немецким танкам. Другие члены экипажа были ранены, он взял управление огнем на себя и лично подбил 3 танка. Таких историй у нас много. Да. Таких историй, конечно, очень много. Есть и легендарные личности, такие как Картоев Джабраил Дабиевич. Очень многие улицы названы в его честь. К нему было особое доверие со стороны руководства Советского Союза. В годы репрессий и в годы проживания нашего народа в Казахстане ему доверили руководящую должность, он был директором химического завода. В диктанте победы принимает участие и глава Ингушетии. Но прежде чем приступить к заданиям, Юнусбек Евкуров ознакомился с выставкой и предложил запустить молодежный флешмоб с портретами предков, защитников Отечества. Может быть, студенты, чтобы сейчас начали везде, всем там
в ютубе, в соцсетях, если на видно, одежды, все живут по одежде, показаны, герои, все же собой там наши, очень много запустили. Ветераны Афгана, юнармейцы, кадеты, школьники, депутаты всех уровней, молодая гвардия, люди разных поколений и общая на всех победа. Всероссийская акция проходит в память о тех, кто дал нам мирное будущее, свободу и независимость, и тех, кто остался на полях сражений. Онлайн-трансляция диктанта по всей стране началась ровно в час. Разница во времени сказалась только в часовых поясах. Диктант победы в эти минуты пишут на более чем 1300 площадках в России и за рубежом. 20 вопросов и 4 ответа на каждый. Необходимо выбрать один правильно. Задания позволяют с одной стороны понять уровень знания, а с другой стороны, поскольку вопросы развернуты и содержат в себе информацию, то сами по себе уже распространяют исторические факты и побуждают интерес к истории. Задания творческие, на логику и смекалку. Узнать, на какой территории происходила битва Великой Отечественной по иллюстрации, или же указать город, в котором установлен памятник воину-освободителю. Вопросы диктанта составлены профессиональным сообществом с учетом их исторической достоверности. На все про все дается 45 минут. Я считаю, это очень важное мероприятие, поскольку оно развивает патриотическое мышление у молодежи и дает дальнейший толчок для поколений следующих, которые будут уже более осознанно, более продуктивно в этом направлении развиваться. Вот. И мне кажется, нужно и диктант, и всевозможные вообще мероприятия проводить касаемо нашей отечественной истории, и нашей Великой Победы, и других важных событий. Организатор диктанта победы – Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Цель одна – привлечь интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, героизму и трагизму тех лет. В Ингушетии для диктанта определили 2 площадки. На этой собралось около 300 человек. Пока проходила агитация, нам писали, звонили, уточняли, где будут площадки, в какое время начинается. И отклик хороший, это и как и у молодежи, так и у взрослого населения нашло. И, конечно, самая главная цель этого теста – не сколько проверить свои знания, сколько побудить к получению новых знаний, так как именно знания тех подвигов, ратных подвигов, которые совершали воины ингуши в период Великой Отечественной войны, советские солдаты, это, конечно же, та важная часть истории нашей страны, и, безусловно, праздник 9 мая, он является праздником для всех нас. Итоги диктанта победы планируется подвести ко Дню России 12 июня. Все бланки с ответами направят на проверку в Федеральный центр тестирования. Тогда будет ясно, кто лучше всех знает историю, понимает, что происходило в те сложные годы. Лучшие участники Всероссийской исторической акции побывают на параде в Москве в следующем году в честь 75-летия Великой Победы. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Глава Ингушетии в сопровождении ректора Ингушского госуниверситета Арсамака Мартазанова проверил ход строительства нового научно-лабораторного корпуса университета. Трехблочное здание, состоящее из 2 шестиэтажных крыльев и 9-этажной центральной части, возводится в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Площадь здания составляет более 17 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый университетский корпус примет студентов до наступления 2020 года. В будущем на этой территории развернется студенческий городок, учебный корпус, преподавательское и студенческое общежитие, научная библиотека, бассейны, которые уже в эксплуатации, строится корпус, в планах также стадион. Сегодня Международный день радио. Несмотря на то, что прибор изобрели более 100 лет назад, это один из самых молодых праздников в мире. Впервые его отметили лишь в 2012 году по решению ЮНЕСКО. Поздравить радищиков на НТРК Ингушетия пришел и руководитель субъекта Юнусбек Евкуров. Репортаж Светланы Томовой. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Национальное радио Ингушетия, наша волна 88,8 FM. Для вас работают Амир Сычуев и Милана Манкиева. И сегодня, друзья, Всемирный день радио, и мы готовы вести наш прекрасный эфир. Ежедневно Национальное радио Ингушетии дарит жителям республики хорошее настроение. Сегодня у тех, кто делает наши дни ярче, обещает, что все будет хорошо. Профессиональный праздник. 7 мая – День радио. Ты можешь прийти не выспавшийся, голодный, с плохим настроением. Накануне может проиграть твоя любимая футбольная команда. Может случиться что угодно, но как только ты садишься сюда и загорается красная кнопка прямого эфира, ты должен все свои проблемы оставить,
улыбаться и вести эфир весело, потому что люди по ту сторону микрофона, по ту сторону эфира, да, грубо говоря, в маршрутках утром тоже люди могут ехать с плохим настроением на работу, в такси, где угодно, дома кто-то проснулся с плохим настроением. И когда ты слышишь из радиоприемника позитивный голос, который говорит тебе, что сегодня прекрасный день, несмотря ни на что, то у людей тоже появляется хорошее настроение. Поэтому, как только ты садишься за микрофон, у нас с Миланой не было ни разу, чтобы мы начинали там, типа, ну, здрасте, приехали. Вот типа того, что всегда бывает весело, всегда бывает позитивно. Поздравить радийщиков с их профессиональным праздником приехал глава Ингушетии Юнузбек Евкуров. Он отметил, что День радио объединяет всех работников сферы электронных средств коммуникации, кто своим трудом и талантом формирует информационную среду современного российского общества. В первую очередь творческих успехов, здоровья, счастья и с учетом такого наступившего священного месяца Рамадан выдержать этот пост, в том числе и на благие дела и деяния. Ну и чтобы дом был у вас прекрасно, хорошо, чтобы никто не болел, чтобы никто вас не огорчал. Ну и надеюсь, что вам руководство, в том числе в честь праздника, выделит какую-то премию. Вот мы тоже на это надеемся. Тоже надеюсь, что вам эту премию дадут. Также Юнузбек Евкуров ответил на ряд вопросов журналистов. Один из них касался радио «Ангушт», которое в скором времени планирует запустить на базе национального телеканала. Тот проект, который был по радио «Ангушт», не по нашей вине, а по вине того человека, кто за этим стоял. Этот проект просто провалился. Надо было, конечно, там не стояла задача, чтобы это радио акционировать, так же, как и сейчас не стоит задача. Тогда была задача именно на базе НТК создать вот радио «Ангушт», и чтобы это радио вело как религиозные, так и передачи по различным адатам, ну, и связанные с таким духовно-нравственным воспитанием, патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ну, как информационный ресурс в том числе. Но получилось, как получилось. Вот сегодня мы уже получили и разрешение, и частоту, и я надеюсь, что в течение этого месяца радио «Ангушт» уже заработает. Оно будет дислоцироваться на базе НТК, и здесь будут готовиться материалы, то есть они будут в штате нашего национального телевидения. Впервые День радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. Но сам праздник уходит корнями в далекий 1895 год, когда выдающийся физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил пробный сеанс связи. То, что 120 с лишним лет назад казалось волшебством, сегодня вполне привычное явление. Благодаря профессионализму, оперативности, мастерству радийщиков жители Ингушетии имеют возможность быть в курсе всех событий, происходящих в мире, стране и республике. Нас слушают не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Каждый свой эфир сотрудники радио стараются провести как можно интересней. Обычно я слушаю наше радио Ингушетия. Там они обсуждают интересные вопросы, актуальные. Поздравляю всех, кто вообще слушает радиостанции любые с профессиональным праздником. Радиоведущих, работников радио. На вкус и цвет товарищей нету, у каждого свои вкусы, кто что любит слушать, кто-то музыкальные какие-то программы. Сейчас большое разнообразие, особенно в Москве, большое разнообразие радиостанций, не знаю, как в Ингушетии с этим делом обстоит. Там можно и какие-то литературные передачи слушать, и ретро-радио, и разные музыкальные станции. Радиоэфир на национальном формируется с учетом мнения слушателей. Радийщики поднимают настроение, предлагая интересную тему для обсуждения, а вслед за темой море звонков и мнения жителей республики. На самом деле темы самые разнообразные. Берем мы их в большинстве своем из интернета, конечно же, потому что сейчас вся информация выкладывается оперативно, очень оперативно в Инстаграм, ВКонтакте и прочее. Другие новостные порталы есть, где можно эту информацию отследить и понять, что людям интересно. Но предполагать можно бесконечно, но по тому количеству звонков, которые поступают во время эфира, ты можешь понять, людям близка эта тема или нет. Вот если привести даже элементарный пример, безопасность на дорогах и то, как стоит себя вести, и еще более важный момент, как не стоит себя вести на дорогах, он вызывает, можно сказать, очень бурную реакцию наших жителей, потому что все мы прекрасно знаем, что эта проблема очень, скажем так, остро стоит в нашем регионе,
Поэтому мы стараемся говорить об этом очень часто, и наши неравнодушные жители призывают других водителей, скажем так, которые не соблюдают дорожную этику, дорожный эздел, к порядку. На сегодняшний день Национальное радио – это более 10 часов прямого эфира в сутки, десятки звонков и СМС из разных регионов страны. Наши коллеги ежедневно готовят материалы, насыщают эфир интересными программами. Национальное радио регулярно расширяет собственный контент, чтобы у слушателей был выбор. Задача, так же как и перед другими радиоканалами, стоит одна, чтобы иметь как можно больше и шире аудиторию, нашу слушательскую. И поэтому перед коллективом радио, небольшим коллективом, мы всегда ставим задачи, чтобы все, что мы делаем, было интересно и полезно людям. И чтобы оно делалось вместе с людьми. Вот именно поэтому на радио практикуются прямые эфиры, интерактивы, чтобы люди в процессе слушания радиопрограмм могли бы задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. И именно поэтому в большинстве наших интерактивов ставятся вопросы прямые зрителям, что они на эту тему думают, что они об этом хотели бы сказать. Поздравляю и наших работников нашего радио, и, в общем-то, коллег с других радиоканалов, и частных, и государственных, с Днем радио. В общем-то, понятно, что радио сегодня самое доступное и самое оперативное средство массовой информации. Желаю всем, в общем-то, чтобы эта оперативность у нас присутствовала, чтобы интерес к радио не пропадал. Ну и чтобы мы всегда нашим радиослушателям несли только добрые и позитивные новости. На Национальном старается учесть вкусы всех своих слушателей. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Словом, включайтесь в волну 88,8 FM. Это не только интересно, но и полезно. Слушайте Национальное радио на волне 88,8 FM. И у вас всегда будет хорошее настроение. Светлана Томова. Хамзат Халухоев. Новости 24. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ингушетии назначен Магомед Башир Балаев, ранее занимавший должность главврача детской республиканской клинической больницы. Работникам здравоохранения республики назначенца представил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В ходе беседы глава обозначил круг первоочередных задач по развитию и совершенствованию медицины республики, выделив ряд проблемных вопросов, на которые нужно обратить пристальное внимание. В рамках совещания также обсуждалась реализация нацпроекта здравоохранения. Я своим указом, исполняющим обязанности министра здравоохранения, назначаю Балаева Магомеда Башира Халитовича. Понятно, да? Есть. Все его знаете, наверное, да? Прошу это все принять к сведению, присаживайтесь. Надеюсь, что ваш возраст не даст повода сомневаться в вашем профессионализме. И надеюсь, что все сидящие здесь, почему я всех и собрал, и главврачи, и директора амбулатории, и коллеги ФАПов, все специалисты, в целом аппарат министерства примут это к сведению, будут помощниками товарища Балаева. Ну и просил бы все-таки и правительственный блок, и помощника советника максимально оказать содействие, помощь в становлении. Но вам же советую просто принципиально жестко там, где надо, принципиально мягко там, где надо, свою работу проводить и сделать все, чтобы не упало то, что до сих пор сделано. А сделано очень много, потому что буквально за 4 года, не будем говорить 5-10 лет, за 4 года мы из никакого состояния здравоохранение подняли на все уровни, которые есть. И вы это прекрасно знаете, вы прямые не свидетели, а участники этих всех мероприятий. И сегодня очень сложно удержать эту планку. Было легко там и Рабхановой, или другим руководителям, когда они становились тогда на должности. Тогда это было упавшее знамя, которое надо было хотя бы чуть-чуть поднять. А сегодня это твердое, со всеми минусами, потому что, которые есть. Но это уже сегодня такая твердая, устоявшаяся
системы здравоохранения, налаженной в республике, которой нет, потому что в ряде регионов, у которых более богатый опыт в этом направлении. Да, сложности с кадрами, они были, есть и будут, потому что нам всего 26 лет. Но при этом нет сложностей с желающими стать хорошими специалистами. Вот здесь надо работать. Поэтому прошу это все учитывать, всем помогать друг другу и делать все возможное, чтобы мы в рамках и нацпроектов, и других федеральных программ, в рамках общих задач, которые сегодня есть, выполнить те задачи, которые перед нами стоят. Договорились? Председатель правительства там, наверное, В 2019 году на территории республики ведется и планируется начать строительство 128 социально значимых объектов. Об этом на совещании под председательством Юнусбека Евкурова сообщил руководитель регионального Минстроя Осман Вашигуров. 93 объекта возводятся в рамках реализации ряда госпрограмм. Из них 23 относятся к проектам 2018, завершение которых ожидается в течение этого года. 70 – новые объекты. Всего в результате ввода их в эксплуатацию в республике откроется 7 школ, 22 детских сада, 3 объекта здравоохранения, 6 домов культуры. Таким образом, планируется создать 1886 рабочих мест. Но 4000 мест в новых детских садах планируют обеспечить власти регионов в последующие годы. В рамках реализации нацпроекта «Демография» выделены средства на строительство 17 дошкольных образовательных организаций. На финишной прямой строительство детского сада в Новом Риданте. Объект начали возводить осенью прошлого года. За это время проделан большой фронт работ. Когда ожидается открытие, расскажет наш корреспондент Дана Плиева. Строительство первого детского сада в Новом Риданте начали в сентябре прошлого года. Здесь уже успели завершить основные работы. Залит фундамент, возведены стены. Уже можно оценить внешний фасад здания. Работа кипит и внутри. Основные работы на первом этаже почти завершены. Рабочие уже поставили двери, отштукатурили, отшпаклевали стены. Осталось только их покрасить, провести освещение на потолке и положить ламинат. На втором и третьем этажах к отделочным работам приступили еще 2 недели назад. На объекте задействовано порядка 30 рабочих, половина из которых штукатуры и маляры. Работа спорится в руках Юмадины Миржоевой. Старается сделать все как нельзя лучше. Ведь совсем скоро в этот сад будут ходить соседские малыши и ее племянники. Они каждый день спрашивают, когда же откроется садик. Садик ده يخشبوه موتك نيسنا ديكريتهم بيرشت خطر داغرا بيرشت موتك خلميز يرمودك يا سادك مسون تنا هي ناس فوسك الشك تركيتا تسوت هشبك لوه كيتش الهم داس دال حقلا ديكلسو ديك سادك يرجع ديك صوت دير узбахшнаха. Просторные комнаты, спортивные актовые залы, санузлы, раздевалки, комнаты отдыха для детей и педперсонала. Трехэтажное здание, строящееся по линии Минстроя региона, должно оправдать все пожелания родителей. Большое внимание уделили мерам безопасности. Здесь предусмотрена новейшая сигнализационная система, специальные противопожарные двери, датчики и дымоотвод. При пожаре сигнал опасности тут же передастся в диспетчерскую, расположенную на первом этаже. В здании предусмотрено 5 аварийных выходов, 3 из которых находятся на крыше. Кровля на основе бумаги Мадари толь ханс лина кроме ла чох цакка хатан чакбал с годами лати удобные очень отца сала да ходо кавкозолдани прямо подвалы отвести с подвалов во двор выводить такой халас приемники цеголдани хидерик цегич аккумулируют цеголдани дачи подвал и туда в канал отвести ряд. Во дворе высадят декоративные деревья и кустарники. Здесь уже оборудованы теневые навесы и спортивные игровые площадки. Теневые навесы и ништяха, басры шаха кваги я бережно цвич губях кала ахожан видела чана. Халиш вала шангуш пар игровые площадки здесь уже к завершению даже. Далее андали цаншин граисти ежи. Сдать объекты в эксплуатацию планируют в конце месяца. По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Но по поручению главы республики эту цифру увеличить до 300. Но, как отмечает подрядчик, совсем скоро в селе планируется начать строительство еще одного сада и школы. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.
3 человека погибло, 1 пострадал. 2 легковые машины столкнулись на автодороге ФАТ накануне вечером. Лобовое столкновение 2 машин по внутренней дороге Карабулак-Троицка привело к тому, что 2 человек скончались на месте. 1 по дороге в больницу и 1 пострадавший госпитализирован. По предварительной версии, причиной ДТП послужило то, что один из водителей выехал на полосу встречного движения. По данному факту проводится проверка. Бахан фот это гужлат видеосъемки, видеосъемки сахвахырды и сахвашда дохал атуар машину обгона арвалар сахалга воллята ханцатан средственный отдел Сунжский роуд ценабо дахаш бол бы проверки. Сегодня премьер Зелимхан Евлоев провел встречу с управляющим ингушским отделением Сбербанка Алиханом Арчаковым и другими представителями банка, в ходе которой подписана дорожная карта по реализации соглашения о сотрудничестве. Документ предусматривает активное сотрудничество банка и правительства в самых различных областях. Обеспечение юридических и физических лиц высококачественными банковскими услугами. В числе приоритетных задач, обозначенных в дорожной карте, сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, развитие экологии республики, а именно повышение качества питьевой воды, развитие физической культуры и спорта, участие банка в развитии и финансировании социальной инфраструктуры и туристического кластера. Председатель правительства Зелимхан Евлоев принял также участие в церемонии открытия парты героев в 6-й школе Малгобека. Напомню, всероссийский образовательный проект запущен в рамках партпроекта «Единой России. Новая школа». Так, в доступной форме расскажут школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию. Каждый герой имеет непосредственное отношение к той школе, в которой устанавливается парта героя. Кому предоставят право занять это почетное место, расскажет Джалидат Халухоева. Гордость держите стоны, горькие стоны, памяти павшим будьте достойны, вечно достойны. Учащиеся должны знать свою историю, героев и их подвиги. Именно с такой целью по всей стране реализуется проект партии «Единая Россия», которая сегодня добралась и до 6-й Малгобекской школы. С этого дня лучшие ученики образовательного учреждения будут сидеть за именной партой Сулеймана Евлоева. Это участник Великой Отечественной войны, который с честью сражался против немецких захватчиков под Москвой в составе дивизиона бронепоезда. Еще он является участником Курской битвы. В 1983 году он был первым, где ему довелось воевать в Курской битве. Он был представлен и награжден медалями и орденами. Медалями за отвагу, медаль за оборону Киева и за оборону Москвы. Парта имени Сулеймана Евлоева в школе появилась не случайно. Ветеран сам родом из Малгобека и выпускник этой школы. К сожалению, не сохранились документы, рассказывающие о его военном пути. Но память людская жива. И это не просто громкие слова, а искреннее чувство патриотизма, которую через стихи выражают школьники. Тем, кто ради правоохранительного сердца отдать был готов. Тем, кто ложился под машиной вместо понтонных мостов. Всем тем, кто шел бессмертный, выстоял и победил. Воевал, получил высокие заслуги, награды. Он был не только ветеран войны, он был заслуженный труженик, заслуженный житель города Малгобека. Таких героев у нас очень много, потому что выпусков большой. У нас школа старая, с 1936 года. Здесь проходили военные годы, здесь были немцы, здесь был штаб. И наша школа тоже заслужила этот день как памяти. Мы решили этот день не пропустить так. Почтить память героя приехали председатель правительства Зелимхан Евлоев и представитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Макаровский. Проект «Парта героя» – еще одно спасибо, которое мы говорим тем, кто ценой собственной жизни обеспечил нам светлое настоящее, отметили гости. В общеобразовательных учреждениях региона с именами, биографией героев Отечества в рамках проекта уже установлено 38 парт. Еще 5 появятся до конца этого года. Сулейман Катханович и другие участники Великой Отечественной войны не жалели своих сил, здоровья, а многие из них отдали свои жизни для того, чтобы вы сегодня могли жить, учиться, радовать своих родителей и чтобы могли любить свою республику, свою большую страну. И, конечно же, сегодня
за партой героя сядут лучшие. И вы все, оставшиеся, должны делать все для того, чтобы занять место это. Если у нас будет больше отличников, достойных садиться именно за такие парты, значит, мы эти парты по расширению руководства школы мы, конечно, увеличим. Нужно помнить о итогах нашей войны, а помнить можно только тогда, когда эта история будет личной. Когда вот мы будем помнить не в целом о каких-то боях, каких-то результатах сражений, а помнить о подвигах наших дедов, прадедов, о той цене, которую заплатили наши семьи, пожертвовав своей жизни и на фронтах, и здесь, в тылу. Поэтому я думаю, что тот партийный проект, который здесь реализуется, и то мероприятие, которое здесь сегодня мы присутствуем, очень важный для того, чтобы сохранить память о Великой войне, о великом подвиге нашего народа. Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать общество и укреплять государство на будущие времена. Поможет в этом еще одна сегодняшняя акция «Диктант Победы», участие в которой приняли почетные гости. Всероссийский марафон памяти о павших в боях предков объединил жителей города Воинской Славы, где развернулась вторая площадка для проведения акции. Должны знать свою историю своей родины в первую очередь. Историю войны обязательно, потому что у нас очень много в республике участников войны, которые прошли всю войну, показали себя мужественными, храбрыми воинами. Поэтому мы должны это знать, и мы сегодня пишем этот диктант. Я сюда приехал со своими студентами. У нас был жесточайший отбор детей, которые хотели сегодня приехать, сдать диктант. Но мы взяли лучших, надеемся на хорошие оценки. Хочу поблагодарить и партию «Единая Россия», и организаторы этого мероприятия. Очень хорошее, полезное мероприятие. Я сам вспомнил некоторые даты, освежил памяти. Пока солдат, говорят, умирает дважды, это на поле боя и когда его забывают. Вот пока мы будем помнить о наших ветеранах, о наших защитниках, о людях, которые принесли нам мир, оградили от фашизма, вот тогда мы будем чувствовать дорогу вперед и плавно переходить в нормальное русло общества. Носить георгиевские ленточки, дарить День Победы цветы ветеранам или посвящать стихи. Отметить подвиг предков можно по-разному, но самое главное – помнить историю, имена и события. Это гордость, которую должен пронести каждый. Шардат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Вся эта неделя проходит под эгидой героев Великой Отечественной войны. И сегодня расскажем о летчике-бомбардировщике Ахмеде Мальсагове. Однополчане называли его «горным орлом», а односельчане – «черным храбрецом». О заслугах и беспримерном мужестве солдата 40-х расскажет Диана Дударова. Это 41-й год. Мальсагов Ахмед Татарханович и Мальсагов Магомед Татарханович, а это их боевой товарищ. Эти снимки сделаны еще в 40-х. Каждую фотографию племянник Ахмеда Мальсагова бережно хранит. Для семьи это ценная реликвия. Но память о бесстрашном герое Великой Отечественной ими не ограничилась. Свое имя он навечно вписал в историю России. Он окончил с отличием Сталининградскую авиационную школу летчиков в 1937 году. К началу войны был командующим 5-го ближнебомбардировочного полка ВВС Одесского военного округа. Фашисты никогда не знали, чего ожидать от самолета Ахмеда Мальсагова. За время службы майор успел совершить огромное количество боевых вылетов и нанести серьезный ущерб врагу. Корреспондент, который присутствовал на аэродроме во время его боевого задания, пишет в газете «Красная звезда» 16 сентября 1941 года, описывает: Ахмед Мальсагов Татарханович вылетел бомбить фашистов на переправе Днепра. По возвращении было донесение с той стороны, донесли, что во время бомбежки Ахмеда было уничтожено 27 автомобилей, 10 танков, 105 фашистов, 5 зенитных орудий.
В семье Мальсаговых всего было 3 сыновей – Султан, Ахмед, Магомед и 1 сестра. Брат Магомед тоже отдал свою жизнь, сражаясь за родину. Он был капитаном танковых войск, погиб в первые же дни войны в окружении врагов в Смоленске. Односельчане, бывшие старики, сейчас их много нет. Да, когда по селу они шли, говорит, все село и весь город, говорит, только за ними смотрели. До того стройные, красивые. Потом бабушка очень много рассказывала. 7 января 1942 года Ахмед Мальсагов был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Свой последний боевой вылет на бомбардировочном самолете П-2 майор совершил 22 января 1942 года. После командир звена 5-го бомбардировочного авиационного полка больше не вернулся. Был подбит в Ворошиловградской области, ныне Луганск, в селе Варваровка, когда самолет его падал на хутор, он отвел этот самолет от хутора и упал на опушке леса. И там в лесу находился 2 мальчика и старик. Они подбежали к самолету горящему, увидели, что он шевелится, вытянули его оттуда. И в это время появились, говорит, это при жизни описывает этот разговор, вот эти 2 пацана, дедушка и старик их повзрослели уже во время, мирное время, описывает. Рассказывают моему отцу и моей матери, что когда уже они, подбитые в самолет, вышли партизаны, сказали похоронить их, и они выкопали яму и захоронили там же, где упал самолет. Во время хоронения из кармана выпала гильза. Из этой гильзы оказалась бумажка. Когда прочитали, всего-навсего было там написано: Мальсагов Ахмед Татарханович, село Альтиев. Ахмед Мальсагов похоронен в братской могиле в селе Варваровка Луганской области. Из личных вещей майора ничего не сохранилось, но рассказы о храбрости патриота-летчика передаются из поколения в поколение. Он был смелым и отважным, статным и видным. Вот так его до сих пор вспоминают родственники. Храбрые были. У старшего, у него было прозвище, Эржмейр его называли, черный смельчак, его так и в армии называли. Хотелось бы, конечно, чтобы о них осталась не только память вот такая печальная, но хотелось бы, чтобы остались потомки после них, дети, внуки. Ну, погибли очень рано, молодыми совсем. Эржмейр не успел создать семью, но попытки были. До начала войны в июне 1941 года он приехал в отпуск на родину. Тогда ему поехали сосватать невесту в Джейрах, но станцевать на его свадьбе родственникам так и не посчастливилось. Ахмед со своим братом Магомедом были вынуждены срочно явиться на службу. В тот же день военный комиссар вручил им повестку. Невеста ждала летчика даже после его смерти. Она вышла замуж. Через несколько лет, старики сказали, не надо ждать, он погиб. Но она все ждала, потом вышла замуж. Года 3-4 тому назад она умерла. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, в 1995 году указом президента Бориса Ельцина майору Ахмеду Мальсагову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В том же году именем летчика-бомбардировщика была названа средняя 14-я школа селения Альтиева. Личное дело Ахмеда Татархановича хранится в Музее краеведения в Назране. Здесь же в зале Великой Отечественной войны представлены его портрет и фотографии. О храбром подвиге ингуша, несомненно, должно знать подрастающее поколение. За свой непродолжительный военный путь он сделал очень многое. Особенно его характерно называли его сослуживцы, называя его орлом. В воздухе он выполнял сложнейшие трюки. В
В честь Ахмеда Мальсагова была переименована улица Партизанская в селении Альтиево, на которой он жил. Имя героя ей присвоили в 1995 году. Этому дому более 100 лет. Его построил отец Ахмеда Мальсагова в 1905 году. Здесь он родился и вырос. Эти стены хранят самые теплые воспоминания их семьи. Его племянник Назир до сих пор продолжает жить здесь и покидать не собирается, несмотря на то, что во дворе есть уже новый дом. Гордость залетчика-бомбардировщика переполняет каждого члена семьи Назира. Сейчас они готовятся к 74-й годовщине Великой Отечественной войны. Каждый год сноха и племянники героя несут плакаты Ахмеда Мальсагова и его брата Магомеда в строю шествия Бессмертного полка и не пропускают ни один парад ко дню 9 мая. Так они чтят память своих героических предков. Старший сын и потом средний сын, когда мы в Бессмертном полку участие принимаем, всегда Ахмеда портрет несут. И или я, или еще младший у нас ребенок есть, он в Горском кадетском корпусе учится. Они там принимают участие в параде, мы всегда Мамайге портрет. Потому что они оба всегда были неразлучны, вместе учились, вместе военную школу заканчивали, всегда вместе были. Мы все должны помнить и не забывать о подвигах бессмертных героев. Отважные офицеры и солдаты сделали всевозможное, чтобы привести страну к победе. Однополчане майора Ахмеда Мальсагова всегда верили, что он вернется. Каждый раз его самолет приземлялся на аэродром, выполнив боевое задание. Летчик-бомбардировщик по прозвищу «Горный орел» ушел, оставив неизгладимый след и обеспечив мирное небо. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Диана Дударова, Асхаби Лакиев, Новости 24. План праздничных мероприятий сегодня обсудили в правительстве республики. Там прошло совещание под председательством вице-премьера Марит Газдиева и представителей различных министерств и ведомств региона. Дана Плиева с подробностями. В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ингушетии пройдут различные торжественные мероприятия, которые начнутся уже 8 мая. По всему региону отдадут дань павшим в страшных 40-х. Состоится церемония возложения венков и цветов к мемориальным объектам с приглашением вдов погибших, тружеников тыла, ветеранов боевых действий. Ну а 9 мая празднования начнутся в 10 утра с церемонией возложения цветов к вечному огню на мемориале памяти и славы с участием главы Ингушетии, представителей различных ведомств и общественных движений региона. Поставьте звук, поставьте свет, оформите свою площадку сегодня, а завтра будем репетировать с 11. Вечером вы никого не соберете. В 11 утра в День Победы в столице нашей республики пройдет шествие Бессмертного полка. Акция стала традиционной, и в ней примут участие жители из различных районов республики. Впереди первой колонны будет идти руководитель субъекта Юнусбек Евкуров, представители Народного собрания, правительства и другие почетные гости. За ними идет колонна, небольшая линейка Минкульта и Минобра. Что я имею в виду? Это ансамбль Магаз, те, кто у нас в костюмах. И у них с ними дети, детский сад. У нас памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках, будет оживать в Бессмертном полку. В общенародной акции также примут участие воспитанники кадетских корпусов республики. Впервые в рядах Бессмертного полка с фотографиями своих родных пройдут и юные армейцы. Это и Джайрах, и Малгабек, то есть все ребята, которые у нас активисты, они в этот день обязательно примут участие. Маленькие детки у нас приготовили такой маленький сюрприз, который бы раскрывать не хотелось, но я очень надеюсь, что ваше телевидение обратит на них внимание. Они хотят такой сделать маленький флешмоб, но это будет на месте видно, да, об этом никто пока не знает. Ну а старшие это, конечно, уже с портретами своих родственников, они будут идти в общей колонне. Колонна Бессмертного полка, она будет начинаться с этого угла, формироваться вот с этого угла и до конца будет. Люди будут, участники, которые будут переходить на шествие, они будут заходить с этой стороны, там у нас будут стоять металлоискатели, наши волонтеры, сотрудники полиции, которые будут встречать и направлять колонну основную Бессмертного полка. В этом году у нас шествие пройдет лишь только в этом городе Магаз. Она пройдет от этого угла до администрации главы Республики Ингушетия.
Колонна с шествием начнет свой путь от гостиницы «Артис Плаза» в Магасе. Организатор этой акции в регионе Ибрагим Барахоев. Ожидается участие около 15 тысяч наших сограждан, которые с гордостью представят имена своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Уже третий год подряд портрет своего дедушки несет и одна из участниц этого движения – Хава Евлоева. Если бы мой дедушка был бы жив, конечно же, я вместе с ним прошлась бы по этому шествию. Я считаю, что каждый житель нашей республики 9 мая должен выйти и отдать дань и честь тем погибшим и тем живым людям, которые отстояли нашу родину своей собственной жизнью. О наших прадедах и дедах, которые приближали этот День Победы, упомянула на совещании зампред правительства. Она напомнила, что на фронтах Великой Отечественной сражалось порядка 21 тысячи ингушей. Большая цифра для немногочисленного тогда народа. Самое интересное, что наши ученые посчитали, что это самый большой процент мобилизованных из всех народов нашей страны. Самый большой процент шли на фронт. Не вернулось, по последней информации, 6510 погибшие и пропавшие без вести. Поэтому честь и слава нашим отцам, нашим дедам, благодаря им мы живем в этой жизни с высоко поднятой головой. По окончании шествия бессмертного полка на площади перед башней Согласия гостей и жителей республики ждет большой праздничный концерт с участием творческих и вокальных коллективов региона. Минкульт нашего региона подготовил насыщенную праздничную программу. Рабочие уже установили сцену на площади Согласия, и сегодня она будет готова к концерту. А завтра на ней состоится генеральная репетиция. И в этом году мы тоже постараемся начать наше театрализованное представление именно небольшой постановкой. Но и в ходе этой театрализованной постановки у нас будут выступать как наши артисты, так и примут участие наши с вами артисты, которые проживают сегодня вне республики. Мы ждем приезда Али Димаева, нашего любимого всеми певца нашей республики. Будет принимать участие в программе «Рагда». В конце совещания зампред правительства также поздравила всех с наступившим священным месяцем для всех мусульман. Для тех, кто по той или иной причине не может держать пост, откроют несколько площадок с водой перед национальной телерадиокомпанией и научной библиотекой, где воду будут раздавать волонтеры. Также во время праздничных мероприятий в столице будут дежурить несколько карет для оказания скорой медицинской помощи. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. В средней образовательной школе, детском саду номер 1 в Магасе прошел конкурс «Смотр строя и песни». В ярких номерах учащиеся продемонстрировали умение слаженно работать в коллективе, маршировать в ногу, исполнять строевые песни. Приняли участие все классы с 1 по 11. К мероприятию команды готовились несколько недель. На многочасовые тренировки самых юных конкурсантов, первоклашек, очевидно, не прошли даром. Они ничем не уступали конкурентам. В завершении мероприятия отличившихся наградили грамотами и ценными призами. Выше и выше и выше, стремительный полет наш пути. Одна за всех мы сосной не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. 30 апреля в регионах, где 8 сентября пройдут выборы, заканчивается регистрация участников предварительного голосования. Общий список участников будет сформирован до 5 мая. На участие в предварительном голосовании «Единой России» на сегодняшний день подали документы около 6 тысяч человек. И еще более 5 тысяч по всей стране подали заявки на участие в предварительном голосовании. Документы много молодежи и людей, которые впервые пробуют себя в политике. Это социально активные молодые люди, общественники, волонтеры, профессионалы в своем деле. Одна из них, Луиза Дарсигова, участница предварительного голосования, поддерживает множество социальных проектов, является активистом благотворительного фонда «Мял», а также исполнительным директором культурно-просветительного центра «Нарт». Луиза реализует благотворительные акции и поддерживает детишек с ограниченными возможностями здоровья. В Республиканском центре дистанционного обучения ее хорошо знают. Она часто посещает центр и общается с его воспитанниками. Очередная встреча вызвала у детишек массу положительных эмоций. Они рассказали гости о своих успехах в учебе и последних достижениях на музыкальном поприще. Я буду рада видеть вас в числе вас, ваши семьи, ваших родителей, люди, которые видят во мне что-то, какое-то хорошее будущее, что я могу внести и для вас, и для города, для горожан. Если у меня с помощью депутатства это получится, я буду только рада. Ребята пожелали начинающему политику удачи в реализации поставленных целей и в качестве совместного досуга предложили посетить театр. На просьбу детей Луиза откликнулась с удовольствием. Было решено организовать поход в театр юного зрителя на спектакль по пьесе Островского «Гроза».
Более 5 лет занимаюсь социальной деятельностью, помогаю детям с ограниченными физическими возможностями здоровья, провожу благотворительные акции. И считаю, что именно таким особенным детям нужно уделять больше внимания. И сегодня решила удовлетворить маленькое их желание и организовала поход в театр. Воспитанников РЦДО, а также учащихся Назрановского лицея ждала интересная история отношений детей и родителей, семейные уклады, традиции, переносящие события в 1859 год. Задача актеров – передать достоверное содержание пьесы. Вот какой смысл вложен автором ее название, природное то ли явление, либо конфликт в семье, решать зрителю. Ребята уже в том возрасте, когда нужно уметь осмыслять увиденное, делать выводы и брать пример. Луиза Дарсигова как раз является примером для тех, кому не безразлична судьба людей, и он готов сделать все для их благополучия. Она решила подать документы на участие в предварительном голосовании и продолжать активную деятельность при полной поддержке партии. Именно таких кандидатов я, как председатель городского совета, хотела бы видеть в рядах депутатов. Как мы знаем, единый день предварительного голосования состоится 26 мая, когда жители Магаса и нескольких муниципалитетов республики определят кандидатов от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в органы местного самоуправления. Мадина Джанхотова, Исмаил Сагов, Дани Тимурзиев, Вести Ингушетия. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.